والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Следующий хадис Китабу Джами'а, это хадис от Абдулла ибн Салама, ради Аллаху та'ala, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Я юханнас, афшу салам, василу архам, ват'иму та'ам, васаллу биллейли ваннасу ниям, тадхулу джанната бисалам». О люди, распространяйте салам и поддерживайте родственные связи, и кормите едой, и молитесь по ночам, когда люди спят, и войдете в рай с миром. Хадис, который привел имам ат-Тирмизи, и сказал, что хадис достоверный. Итак, пророк алейхиссалату вассалам обратился к людям: «Я юханнас, о люди». Если есть частица обращения «я юханнас», о люди, для чего это? Для чего это обращение в начале речи? Для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что будет сказано после этого. Человек, когда использует такие обороты, как здесь пророк алейхиссалату вассалам, он словно бы хочет сказать: будьте внимательны к тому, что я сейчас скажу. О люди, и дальше сказано афшу салам, распространяйте салам. Распространяйте салам, что это значит? Есть два толкования, два тафсира этих слов. Распространяйтесь салам. Первый тафсир, первое понимание. Распространять салам, то есть произносить часто. Часто говорить салам алейкум, салам алейкум. Как сказано в хадисе, не только тем, кого ты знаешь из мусульман, но и тем, кого ты не знаешь из мусульман. Также говорить им салам алейкум. Это входит в понятие ифша ус-салам, распространение салама. К сожалению, сегодня, чем ближе к судному дню, тем это ярче проявляется. Люди здороваются, дают салам, приветствие только тем, кого они знают. В этом есть недостаток ихляса, искренности, потому что салам – это дуа за верующих. То приветствие, которое приказано Всевышним Аллахом, установлено для сынов Адама. Если человек приветствует только знакомых, в этом есть доля чего? Неискренности. Меня знает он, поэтому я, чтобы не было неудобно, поздороваюсь, скажу салам алейкум. Не потому, что он хочет выполнить приказ пророка алейхиссалату вассалам: афшу салам, распространяйте салам, да? Просто потому, что так неудобно перед людьми. Итак, ифша ус-салам, первое значение это что? Часто здороваться, то есть произносить слова приветствия исламского. Второе значение – это произносить слова «салам алейкум» явно. Ифша салам, то есть явно, четко, громко произносить «салам алейкум». Как много людей, которые произносят сквозь нос, сквозь зубы «салам алейкум», так что человек не понимает даже, что ему говорят. Вопрос: произносить «салам алейкум» в той мере, чтобы человеку просто было слышно, или чуть громче этого? Скорее всего, правильно, что чуть громче это, потому что человеку слышно, может быть, и шепотом ты скажешь, он услышит, хорошо, на расстоянии 6 метров. Может быть, но чуть громче, чтобы это было явно, четко, но, конечно же, не перебарщивая, то есть не нарушая нормы благопристойности, не крича, как некоторые заходят в собрание, где сидят люди и так громко произносят, хорошо, но переходя рамки благопристойности уже. Поэтому, да, ифша салам – это четкое, громкое произнесение салама, так, чтобы человек слышал и более того, но не так, чтобы это переходило уже рамки благопристойности, как мы с вами сказали. Исключение. Есть ли исключение? Да, исключение есть. Если ты зашел в какое-то место, где часть людей спит, а часть бодрствует, и ты приветствуешь их, хорошо, тогда нужно следовать сунне пророка алейхиссалату вассалам. Говорить слова приветствия так, чтобы бодрствующий мог услышать тебя, но в то же время, чтобы спящий не проснулся от этого. Это сунна пророка алейхиссалату вассалам. Он так поступал. Если он входил куда-то,
где часть людей спала, а часть людей бодрствовала, кто произносил приветствие как? Чтобы те, которые бодрствуют, они слышали. Те, которые спят, не слышали, не почувствовали, не проснулись. Так афшуссалам это вот что исключение из этого. Какой из этих тафсиров правильный? Оба тафсира правильны. Мы сами говорили, что если есть два значения у шариатского текста, у аята или у хадиса, которые не противоречат друг другу, то оба они что, считаются правильными и совмещаются. Поэтому ифшау салам, если вас спросят, что значит распространяете салам, это первое, часто произносить, хорошо, здороваться часто и со многими. Второе это что? Произносить явно, четко, да, громко. Далее пророк алейхиссалату вассалам говорит силу архам. Поддерживайте родственные связи. Архам, что такое архам? Архам множественное число слова рахим. Рахим – родственная связь. То есть поддерживать отношения с своими родственниками, помогать им, когда они в этом нуждаются, навещать их, приглашать их и так далее. Что входит в понятие силу архам, то есть поддержание родственных связей? Чем ограничивается это? Какие-то рамки есть для этого или нет? Ни в Коране, ни в Сунне вы не встретите. Хорошо? Каких-то рамок, что было сказано, вот нужно делать то-то, и то-то, и то-то, и вот это есть поддержка родственных связей. Хорошо? Поэтому это понятие широкое. Определяется оно чем? Традиционным пониманием у мусульман того, что такое поддерживать родственные связи. Это правило такое фикхи. Хорошо? Одно из правил, что если есть какой-то приказ, который не ограничен как-то, хорошо, вот так вот в абсолютном значении упомянут, то тогда здесь нужно обратиться, то есть шариат не ограничил как-то, нужно обратиться к чему? К орфу. Орф это что? Традиционное понимание людей. Традиционное понимание, к какому традиционному пониманию нужно обратиться? К традиционному пониманию западного общества, например, общества неверных, у которых сын или дочь, после того, как выросли, уже отца и мать, может быть, и знать не знают. Или так, поддерживают такие отношения, довольно холодные, так что даже садятся, когда за стол где-то, то каждый платит за себя, как говорят, хорошо. К этому урфу нужно обратиться, к этому традиционному пониманию. Нет, традиционному пониманию у мусульман того, что такое поддержание родственных связей. Хорошо. Как далеко нужно заходить здесь в плане родства? 7 колено, 8, 10, 11. Говорят, что с теми родственниками, которые сходятся с тобой в предке 4 колене, и те, кто ниже. Хорошо? До 4 колена и те, кто ниже. Вот здесь поддерживать отношения родственные, это обязательно. Сверх этого, если это уже 5 колено, то есть дальний родственник уже хорошо, в 5 колене или в 6 или в 7, мы скажем, да, это приветствуется исламом, это желательно, поэтому пророк алейхиссалату вассалам, когда он говорил про то, что мусульмане овладеют Египтом, Мисром, он сказал, что приказал относиться хорошо к жителям Египта, сказал, что помимо того, что у них есть зимма, ну, то есть то, что они под покровительством находятся мусульман, помимо этого у них есть еще и родство с нами, сказал он. То есть родство какое? Близкое, далекое родство. Какое родство? Хаджар. Хаджар, мать Исмаиля, она была копткой, да, из Египта. Поэтому, смотрите, какое далекое родство, но пророк алейхиссалату вассалам помнил о нем, напомнил о нем. Хорошо. Или как в случае с Муавией радиаллаху та'аля, когда человек пришел к нему и сказал, помоги мне. Он сказал, ты курайшит. Он сказал, нет. Ты араб, нет. То есть он перечислил близкие, хорошо. То есть, почему, какое тогда родство? Он сказал по Адаму алейхиссалям. Через Адама алейхиссалям родство. И Муавия радиаллаху та'аля сказал, помог ему, чтобы ему помогли. Хорошо. И сказал, я первый, кто восстановлю эту родственную связь. По Адаму алейхиссалям. Как бы то ни было, вопрос о том, что входит в понятие родственной связи, поддержание их, нужно отнестись здесь к чему? Обратиться к чему? К орфу, да, к традиционному пониманию того, что такое поддержание родственной связи у людей. Теперь нужно сказать, что то, как поддерживается родственная связь, степень поддержания родственной связи, конечно же, она не одинакова. От чего это зависит? Ну, во-первых, может зависеть
от того, насколько близок к тебе родственник. Чем ближе по родству к тебе человек, тем значит, что крепче, сильнее поддержание родственных связей, шире, хорошо, масштабнее, ближе. Это первое. От чего зависит это? То есть размеры, масштабы, да, поддержание родственных связей. Первое от чего? От степени родства. Чем ближе, тем, соответственно, в большей степени поддерживается родственная связь. Второе, от чего это зависит? Зависит от нужды. От нужды в этом. Если есть родственник, который нуждается в твоей помощи, бедный, хорошо, он имеет больше, соответственно, права на это, чем кто? Чем человек, который не нуждается из родственников. Правильно? Это от этого тоже зависит. Это второе. Третье, от просто психологического состояния этого родственника. Родственники бывают разные. Есть такие родственники, которых особо не волнуют. Раз в месяц ты там к нему зайдешь или раз в год к нему зайдешь. И его как-то это особо не волнует и не обижает. Есть другие, которые, если ты не придешь к нему в течение недели, например, он уже говорит, почему ты не посещаешь меня, почему ты не приходишь, и начинает обижаться. От этого зависит что? И степень поддержания родственной связи тоже вот с этими видами родственников. То есть зависит от таких вещей, не одинаково. Все, что мы сказали, входит что вот в это понятие силу архам, поддерживайте родственные связи. Далее пророк алейхиссалату говорит, ватайму таам, и кормите едой. Кормите едой кого? Тех, которые нуждаются в этом, кормить их. Сюда входит что? Кормить голодных людей. Да, входит сюда. Сюда входит кормить тех, кого ты обязан содержать. Жена, дети, родители, и так далее. Твои родственники, которых ты должен содержать, входят сюда. Кормите едой. Сюда входит накормить бедняков. Сюда входит накормить бедняков, когда ты должен принести искупление, кафара за какие-то прегрешения. Хорошо? Например, за нарушенную клятву. Хорошо? Или, например, за зигар, когда человек совершает зигар. Или когда он вступает в интимную близость во время Рамадана. Хорошо? И так далее. Это тоже понятие входит от айму там, да, кормите едой. Может быть, от айму там, кормите едой, не обязательно может быть желательным. То, что мы сейчас до этого перечислили, это все было кормление едой какое? Обязательное. Хорошо? А бывает какое? Бывает желательное кормление едой. Далее сказано «Васаллю биллейли ваннасу ниям». И молитесь по ночам, когда люди спят. О чем идет речь? О каких намазах? Речь идет о намазах и обязательных, и дополнительных. Кто-то скажет, а ночью какие? Да, ночью есть обязательные намазы. Речь идет, например, о намазе ар-иша. Намаз иша, последний намаз, он совершается ночью. Особенно если совершает его не в начале времени его, а ближе уже к концу его времени. Это, конечно, более предпочтительное время, если человек может совершать в это время. Это более предпочтительное время. Это будет ночной намаз, потому что не все люди способны отложить салат ар-иша, последний намаз, к концу его времени. Хорошо, в основном люди что? Ложатся пораньше, совершают намаз пораньше. Особенно удивительно это зимой бывает у нас, когда в 6 часов намаз иша, и люди в 6 часов совершают его, и все потом. Хорошо? Да, и если откладывать, тем более намаз, и человек посовершает его в это время, конечно, это входит в этот хадис. И молитесь по ночам, когда люди спят. Хорошо? Поэтому два намаза. Намаз аль-фаджр, утренний намаз, и намаз аль-иша, это самые сложные намазы для мунафиков, для лицемеров, как сказано об этом хадисе. Почему? Потому что они ложатся спать, или утром, тем более сладкий сон, они спят и не встают для совершения утреннего намаза. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет этого качества лицемеров. Хорошо, когда они ленятся оторваться от своих постелей и совершить утренний намаз, и пойти в мечеть для совершения утреннего намаза. Итак, молитесь по ночам, когда люди спят. Включает в себя и обязательные намазы, и дополнительные, да, ночные намазы, когда люди спят. Под людьми кто имеется в виду? Под людьми имеется в виду те люди, которые не совершают эти намазы. Сюда входят неверные, конечно, сюда входят и некоторые мусульмане, которые не совершают не то что дополнительные молитвы, но даже некоторые не совершают и обязательных молитв. Вернее, совершают их, но не вовремя. Не просыпаются на утренний намаз, совершают его потом, когда взойдет солнце уже, они проснутся и потом уже встают и делают этот намаз.
Далее сказано: «Тадхулюль джанната бисалам», и войдете вы в рай с миром. «Тадхулю аль-джанната бисалам». Почему здесь сказано не «тадхулюна», а «тадхулю»? Где буква «нун» в конце? Почему ее нет? Она устранена из-за чего? Из-за того, что этот глагол маджзум, джазм. А почему он маджзум? Потому что это джаваб тараб, да? Джаваб аль-амар, или джаваб тараб. Потому что до этого есть приказ. Да? Афшу салам, силу лархам, ат'иму та'ам, саллу бил-лейль ва насу ниям. Это приказы. Поэтому тадхулю, войдете в рай с миром, глагол, он что? Лишается буквы «нун» в данном случае. Это правило арабского языка. Войдете в рай. Рай джаннатуль хульд, то есть рай вечности, та обитель, которую Аллах Субхану ва Тааля уготовил для своих богобоязненных рабов. Войдете в рай бисалам, сказано. Что это значит бисалам? Здесь два тафсира. Бисалам, то есть войдете в рай, бисалам, то есть салимун, то есть спасенными. Войдете в рай спасенными от всех бедствий, от всех несчастий, от всех страданий. Бисалам. Салам — это свобода от всяких бедствий, несчастий, хорошо? Печали. Войдете в рай вот так, свободными от всего вот этого. Либо, второе понимание, бисалам аль-бали мусахабату. То есть войдете в рай с миром, то есть с приветствием от кого? От ангелов. Потому что ангелы, они входят через все двери к обитателям рая и говорят: саламун алейкум бима сабартум. Мир вам за то, что вы проявляли терпение. То есть, когда вы были там, в земной жизни, вы проявляли терпение. Какой из этих смыслов верен? Бисалам, то есть войдете спасенными, или войдете с миром, то есть с приветствиями от ангелов, которые будут входить в рай через все врата и приветствовать его обитателей. Какой из тафсиров правильный? Вспомните правила, которые мы говорили в начале с вами. Оба они что? Не противоречат друг другу, и оба они являются поэтому правильными. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Первый вывод. Этот хадис содержит один из важных выводов, касающихся убеждений, вероучения. А именно, хадис подтверждает наличие причинно-следственных связей. Хорошо? Асбаб, сабаб. То, что есть причины. И причины эти имеют действие, имеют влияние. Хорошо? Почему мы это говорим? Потому что в отношении к причинам люди, которые относят себя к мусульманам, они делятся на три группы. Первые – это те, которые говорят: причин вообще как таковых не существует. Хорошо? Причин как таковых не существует, то есть нет такого, чтобы причина действовала. Поэтому они говорят, даже если камень ударился, предположим, о стекло, и стекло разбилось, это не по причине того, что камень ударился о стекло. Хорошо? Удар не действует. Нет действия причин, нет влияния причин. А лишь при этом, при прикосновении камня, вот в это время просто произошло что? Раскол стекла произошел. И ребенок, предположим, был зачат не по причине половой близости мужа и жены, а при этом. Хорошо? И так далее. То есть причины не действуют. Это первая группа. Они говорят, если сказать, причины действуют, получится, что в мироздании есть какие-то творцы или Господи, помимо Аллаха, хорошо, в виде этих причин. Что мы скажем им? Мы скажем неправильно то, что вы говорите. То, что вы говорите, неправильно. Да, действительно, стекло разбивается из-за того, что был удар камня о него. Причина действует, у нее есть влияние, но это Аллах, Субхану ва Тааля, Он, который дает влияние этой причине. Поэтому нет никакого здесь опасения, что якобы это будет утверждение наличия Господа помимо Аллаха. Понятно? Причины действуют. Причины есть, причинно-следственные связи есть, у причины есть влияние. Но это влияние, которое дал Аллах, Субхану ва Тааля, вложил в эти причины это влияние. Если Аллах захочет, причины не будут действовать. Хорошо?
Они говорят, огонь сжигает не потому, что у огня есть сила сжигать, способность сжигать, как причина, а просто при прикосновении с огнем происходит сгорание. То мы скажем, нет, неправда. Огонь действует как причина, но действие это вложено Аллаху Субхану Тааля. Аллах, если захочет, то причина это не будет действовать, как Аллах Субхану Тааля, когда Ибрагим, алейхиссалям, был брошен в огонь, Аллах сказал огню: куни бардан ва саламан аля Ибрагим. Будь, о огонь, будь прохладным и будь мирным для Ибрагима. И огонь, что потерял свою способность сжигать. И не сгорел Ибрагим, алейхиссалям. А вторая группа, те, которые наоборот, чрезмерствуют в утверждении причин. Они что говорят? Вот причина полностью действует самостоятельно и так далее, и так далее. Хорошо? Мы скажем, правильная позиция какая? Причина, безусловно, действует, причинно-следственные связи существуют. Хорошо? И человек обязан учитывать причины. Если он хочет иметь ребенка, он должен жениться. Хорошо? Если он хочет получить риск, он должен, то есть на удел, да, пропитание, он должен приложить какие-то силы, работать для этого. Если он хочет войти в рай, он должен, соответственно, сделать для этого какие-то деяния, которые Аллах сделал причиной для вхождения в рай. Но человек не имеет права полагаться на причины, понимать, что если у них есть влияние, то это Аллах вложил влияние. Аллах захотел, чтобы у причин было такое влияние. Хорошо? Они не действуют самостоятельно, эти причины. Такая средняя позиция Ахля Сунна валь Джама в этом вопросе, это позиция правильная. Посмотрите, какой важный вывод сделан, из каких слов? Слов пророка алейхиссалату вассалам: афшус салам, распространяйте приветствия, поддерживайте родственные связи и так далее. Это будет причиной чего? Того, что вы войдете в рай. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис побуждает нас распространять салам. Обращаться к тем, кого мы знаем, кого мы не знаем из верующих со словами «Салам алейкум» или «Салам алейкум рахматуллах». Хадис побуждает к этому. Откуда мы взяли побуждение? Потому что это из причин вхождения в рай. Хорошо. Более того, если человек встречается не один раз, а несколько раз с человеком в день, приветствует несколько раз, не как говорит, а мы сегодня уже здоровались. Еще извиняюсь, ну уже я забыл, мы здоровы. Наоборот, афшус салам, распространяйте приветствие. Более того, когда человек прощается с человеком, другим верующим также говорит «Салам алейкум». Потом, если опять приходит, снова говорит. Это сунна пророка алейхиссалату вассалам. Другой вывод из этого хадиса. Хадис побуждает нас к поддержанию родственных связей. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалам сделал это, указал, что это из причин вхождения человека в рай. Распространять приветствие, говорить «Салам алейкум» – это ваджиб, обязательно или это желательно? Некоторые уляма говорят, приветствовать первым – это сунна, это желательно, мустахаб, за это большая награда. Хорошо? Но не ваджиб, не обязательно. А другие говорят, нет, и приветствовать тоже первым – это тоже ваджиб. Что же касается ответа на приветствие, если сказали тебе «Салам алейкум», то здесь разногласий нет. Это что? Ваджиб. Это обязательно. Это обязательно. Что же касается поддержания родственных связей, то здесь каков хукм? Желательно поддерживать родственные связи или обязательно? Ваджиб. Поддерживать родственные связи – это обязательно. Хукм – это ваджиб. Какие доказательства? Много доказательств. Из Корана, из Сунны. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Фахаль асайтум ин тавалейтум ан туфсиду фил арди ва тухатти'у архамакум». Может быть, если вы получите власть на земле, вы начнете сеять там порчу и разрывать родственные связи. Уляика аллазина ла'анахум Аллах. Это те, которых проклял Аллах. Фасаммахум ва ама абсарахум. И сделал их глухими, и ослепил их взоры. Посмотрите, наказание за что? За разрыв родственной связи. Какое? Проклятие от Аллаха. Дальше. Аллах их сделал глухими, ослепил их взоры. Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Ля ядхуль джанната кати». Не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи. И родственная связь, она, когда Аллах Субхану Тааля сказал: «И хочешь ли ты, чтобы я поддерживал тех, кто будет поддерживать тебя», то есть родственную связь, и порывал с теми, кто будет порывать тебя, родственная связь сказала: «Да, хочу», и Аллах Субхану Тааля сказал: «Да будет так». Да будет так. Другой вывод из этого хадиса. Хадис побуждает нас к тому, чтобы кормить едой тех, кто в этом нуждается. Пророк алейхиссалату вассалам сделал это из причин вхождения в рай.
Иногда кормление бывает ваджиб, обязательно, иногда оно бывает желательно. Когда оно обязательно, мы с вами сказали, если человек голоден. Какой голод? Не такой голод, что так вот перекусить бы, хорошо, а голод, что если человека не накормить, то человек может умереть или серьезно пострадать от этого. Тогда это становится что? Обязательным уже. Если ты не сделаешь этого, то на тебе будет грех. Более того, некоторые ученые говорят, что если человек умрет, пострадает из-за того, что ты его не накормишь, когда он вот так вот голоден, у тебя есть возможность, то ты еще несешь за это ответственность. То есть как за убийство человек несет ответственность, так и за это несет ответственность. Некоторые ученые говорят, нет, не несет такую ответственность. Грех, да, на нем есть, но такую ответственность не несет в виде там, дия, выкупа и так далее. Потому что как бы он не является непосредственной причиной. Это если вот, например, у человека была еда, и он отобрал ее, и тот человек из-за этого умер, тогда да, говорят они. Но в любом случае разногласия есть. Поэтому представьте степень просто необходимости и обязательности этого. Если кто-то обратился к тебе, кто нуждается в этом, есть угроза для человека, тогда становится обязательным. Второе, когда это обязательно, когда к тебе приходит гость. Когда останавливается у тебя гость, приехал к тебе какой-то гость, останавливается у тебя дома, тогда кормить обязательно. Икраму дуюф, да, это называется, потому что пророк алейхиссалям сказал, тот, кто верит в Аллах и в судный день, пусть хорошо или наилучшим образом относится к своему гостю. Сюда входит что? Конечно же, накормить гостя. Третье, когда это обязательно. Третье обязательно, когда речь идет о нафака, то есть о содержании тех, кого ты должен содержать. Жена, родители, дети, если родители нуждаются в этом, хорошо. Четвертое, когда это обязательно, мы говорили с вами. Кафара. Кафара, когда это искупление. 10 бедняков надо накормить искупление, или 9 бедняков, или 60 бедняков. Хорошо, это также обязательно. И есть желательное, да, желательное там, желательное кормление. Но здесь, конечно, мы должны знать, что, как пророк алейхиссалям сказал, остерегайтесь чрезмерствования. То есть здесь человек не должен перейти, что границы нормы, умеренности, то есть не уйти в исраф, то есть расточительство. Хорошо? Кто-то скажет, а вообще разве кормить просто людей, когда это не ваджиб, это не расточительство, мы скажем нет. Это богоугодное дело, даже когда не обязательно. Хорошо, почему? Если бы это было расточительство, пророк алейхиссалям не побудил бы к этому. Раз побудил к этому, приказал это, значит это то, что угодно Аллаху и то, что любит Аллах. Когда человек кормит едой, обязательно ли это кормление или желательно, ему нужно помнить о том, что он делает это, потому что это приказано Аллахом и его посланником. К этому побудил Аллах и его посланник. Потому что многие люди делают это, потому что они просто щедрые. Так вот, душа такая у них щедрая, так любят они хорошо кормить. Или еще по каким-то причинам. Но если человек будет делать это, потому что это приказано Аллахом, или к этому побудил Аллах, побудил его посланник, помнить будет об этом, что он делает это, подчиняясь приказу пророка алейхиссалям, то он превратит это действие в поклонение Аллаху субхану ва тааля. Это будет и поклонение, и будет совершенствование своей нравственности к тому же. Хорошо? И то, и другое. Но другое вот из этого хадиса достоинство, предпочтительность совершения человеком каких-то деяний тогда, когда другие люди небрежны к этому. Хорошо? Откуда мы взяли этот вывод? Молитесь по ночам, когда люди спят. То есть люди в небрежении к этому деянию, да, люди спят и так далее. Совершение каких-то деяний в такое время, когда другие не делают это, или беспечны к этому, да, правильнее, это деяние имеет достоинство. Вообще же, конечно, ночь – это время для чего? Для сна. Откуда мы взяли этот вывод? Он нас уния. Люди спят. То есть, потому что обычно, конечно, ночь – это время для сна, и человек должен спать ночью. Хорошо? Но при этом человеку не следует забывать о намазах. Как пророк алейхиссалям сказал, я и молюсь, я и сплю. К сожалению, люди во многих странах, и у нас тоже эта тенденция наблюдается сейчас, меняют местами день и ночь. Хорошо? То есть днем люди
спят, отсыпаются, потом ночью они бодрствуют. Даже удивительно, дети. Можно видеть детей, час ночи, 1:30, дети еще не спят. Если раньше солнце садится, уже дети, видишь, они уже спят, сейчас бывает, что до 12, до часу, удивительно, дети не спят. То есть поменялось это все. Это на самом деле неправильно, потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он, который сделал, как сказано в Коране, лейля либаса, то есть ночь сделал одеянием. Хорошо, то есть для того, чтобы человек мог сказать, ванаума субата, сон сделал, что упокоение в ночное время. Дальше, другой из этого хадиса, если человек что-то говорит и хочет привлечь внимание людей к чему-то важному, то ему следует использовать вот такие вот обороты, как пророк алейхиссалату вассалям, оборот обращения. Я и нас, о люди. Хорошо? Это нужно использовать, особенно для людей, которые читают проповеди, обращаются с хутбами или с увещеваниями к людям. Хорошо? Учитывать вот этот вот момент, метод пророка алейхиссалату вассалям обращения к людям. Это что касается данного хадиса. Ва саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля